Всем доброго дня! Зачем учить казахский язык? Действительно, зачем учить казахский? Ведь он в стране и в мире для путешествия не нужен, для учебы за границей не нужен, для ведения документации не обязателен, для ведения бизнеса не обязателен, для удобного проживания в стране и на русском поймут. В учебных заведениях есть русские отделы, но а что если посмотреть на казахский язык с ракурса иностранного языка, неродного? Зачем нужен казахский? Чем больше языков мы знаем, тем шире становится наш взгляд на мир. Безусловно, знание казахского не откроет вам дверь в мир путешествий. Вы не сможете взглянуть на жизнь с призмы красноязычного, гостеприимного, чтящие традиции народа с очень богатой литературой. Вы сможете погрузиться в культуру и полностью ощутить величие слова «айналайын», «карағым», «халқам», только прочувствовав казахскую душу. Для этого без казахского не обойтись. С помощью правильного произношения специфических звуков вы сможете совершенствовать другие языки. Всему причина схожесть труднопроизносимых букв. Например, буква «в» произносится как буква «о» на французском. Буква «н» – это тоже инг-овое окончание на английском, а буква «э» – это та же «а» в слове «camel» по произношению. Абсолютно все специфические казахские буквы, как «э», «г», «э», «н», «э», «о», «х», «в», «х», присутствуют в арабском языке, и таких пример очень много. Знание языков положительно влияет на деятельность мозга и на эрудицию. Ученые доказали, что у людей, разговаривающих на 2 и более языках, более развита активация так называемых сетей внимания, отвечающих за поддержание бдительности, фокусировку внимания и переключение внимания с одного стимула на другой. То есть, знанием нескольких языков мы улучшаем не только ментальное, но и физическое здоровье, предотвращая болезнь Альцгеймера. Чем больше языков вы будете знать, тем легче будут даваться новые языки. Знание казахского поможет вам быстрее заговорить на всех языках тюркского семейства. Схожие грамматические функции и слова заметно облегчат вам изучение этих языков: киргизского, турецкого, татарского, азербайджанского, узбекского, таджикского, туркменского и многих других. В этом видео мы постарались рассказать вам о некоторых причинах и пользах изучения казахского языка. Если вам понравилось наше видео, прошу вас, поставьте лайк. А если не понравилось наше видео, прошу вас, поставьте дизлайк. А также прошу вас написать в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Всех благодарю, что вы были со мной. Всем желаю крепкого здоровья и удачи. До новых встреч, друзья!